Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечерняя Тува, пятница. Мы снова в эфире. Спасибо, что нас смотрите. Начинаем вечер с хороших новостей. Наконец-то нерабочая неделя закончилась. Все начало работать, но с QR-кодами. В том числе и кинотеатры, в котором с 11 ноября начнется показ тувинского фильма «Стальные ветра», режиссером которого является наш гость Виталий Петров. Здравствуйте. Здравствуйте, извиняюсь, я не режиссер. Режиссер. Да. А вы сценарист же, да? Сценарист и продюсер. Угу. Давайте поговорим про фильм сначала. Вообще, как идея? Идея как бы родилась давно. Это на самом деле экранизация пьесы. Вот пьеса называется «Степь». Угу. Она, кстати, идет в кукольном театре. Вот зрители могут увидеть. Вот и вот, то есть и мы решили вот экранизировать вот пьесу. То есть я, получается, тут как автор и пьесы, и автор сценария фильма. Вот могу сказать, что как бы и фильм, и пьеса, они немного разные, то есть и концовка другая, как бы это. Это же сейчас не премьера в Найрале. У вас же премьера состоялась до. Сейчас, получается, кинотеатральная премьера, как бы так вот. Премьера, да, вот именно фестивальная, она была в рамках 14-го Чебоксарского международного кинофестиваля, вот, где фильм удостоен был награды как лучший фильм по мнению жюри прессы. Вот, то есть, там состоялась вот кинофестивальная премьера, как бы вот. Потом фильм далее участвовал в другом кинофестивале, вот в международном. Это «Восток-Запад», классика и авангард, вот тоже. И там он... Везде победили, да? Да, там мы выиграли в номинации «Лучшая режиссура». Вот как. Ага. А режиссером кто у вас? Ролан Оджак. Ролан Оджак? Да. Да, я помню фильмы. Чугла Сандеш, это же его фильм, по-моему? Да. Ну, на тот момент, как бы, вот фильмы, которые тогда были, и сейчас это две разные. Сейчас это как бы фильмы такие, можно сказать, уже профессиональные, то есть, а тогда это такое вот любительское было. То есть. Давайте посмотрим трейлер этого фильма, сейчас вы его увидите. Трухиес, гора, перевал, река, озеро. У каждого места дух есть. Нога болит. Скажи, что Бога нет, только искренне, от всего сердца, чтоб я поверил. Только я решаю, жить тебе или умереть. Революция. Слыхал? Мы простой народ, никого не обижать. Как я приду к тебе в гости, если тебя скоро расстреляют? Ты ведь преступник, контрреволюционер. Радимо гостям, ежели они с добром. Только без шуток. Хочет всех победить, казаки нет. Вот, дорогие друзья, трейлер этого фильма. С 11 ноября в кинотеатре Найрал будет показ этого фильма. Он же будет неделю? Фильм пока будет показываться неделю, вот, но в зависимости от того, как зритель будет идти. То есть, если зрителей будет много, фильм будет идти дальше. То есть, если там зрителей будет мало, то его могут снять с проката. То есть, это обычная практика мировая. Поэтому, дорогие друзья, надо пойти с QR-кодом обязательно.
потому что без него вас не впустят. А у вас возрастное ограничение сейчас? 16 плюс. 16+. Ну, 16 лет вы можете уже заходить в кинотеатры. Скажите, пожалуйста, Виталий, до этого премьера была на площадках онлайн? Нет. До этого только в кинофестивалях. Потом мы к столетию вот один раз показали на канале ТУВА 24. Да, как бы, в нашем да, родном канале. как некий подарок, да, к столетию. Почему? Потому что как бы фильм, он снимался в том числе, да, то есть для столетия. И я очень благодарен, вот, допустим, Министерству культуры, которое поддержало этот проект в прошлом году, это и профинансировали, и очень нам помогли. А также на тот момент это Министерство информатизации и связи, сейчас это Министерство Сейчас цифрового развития, Министерство вот, поэтому как бы, то есть без поддержки Минцифры и Министерства культуры, то есть да, было бы намного сложнее бы и снять, и показать, вот, и как бы вот, ну и соответственно, то есть определенную помощь, можно сказать, мы получили из телеканала ТУВА-24, потому что показывали, да, тут? Нет, многие специалисты, которые здесь работают, они так или иначе, то есть участвовали в создании фильма, потому что у нас, видите, республика маленькая, количество профессионалов в своем деле тоже маленькое, поэтому все друг друга знают, и да, то есть и я очень благодарен именно телеканалу ТУВА-24. Ну, если что, вы меня тоже знаете, вы меня можете тоже пригласить, да, в следующих каких-нибудь фильмах, я тоже, может быть, поучаствую, да. Обязательно, да. А до этого у вас был фильм «Бордо». Да, Вы «Бордо». тоже были сценаристом, получается, Да, я там тоже был сценаристом, и продюсером, и самое интересное тоже это по мотивам пьесы, вот. А пьеса тогда тоже в 2018, по-моему, году она здесь была признана как бы лучшим драматическим произведением, то есть вот в конкурсе. В фестивале тоже, да? На кинофестивале, да, мы получили награду за лучший сценарий. Да, то есть как бы. Это хорошо. Премьера тоже, да, состоялась в кинотеатре или? Нет, мы тогда в кинотеатре не показывали, мы тогда показывали в Доме народного творчества, потом в филармонии, и после этого мы сразу выставили в стриминговых площадках, то есть это Иви, потом выставили в Мегаго, ТВ-Завр и на Око. Вот, то есть на тот момент для нас было важно попасть в кинорынок, как бы, потому что показ фильма, то есть вот в таких вот площадках, это тоже считается как прокат. То есть есть прокат, скажем так, вот кинотеатральный, есть вот в онлайн кинотеатрах или и телевизионный. То есть ну, это еще и престижно, типа. Но это еще и престижно. Тувинский фильм в онлайн-кинотеатрах, это очень круто. Да, и на тот момент, то есть для нас это вот было как, то есть как некий такой шаг вперед большой, как бы это, то есть мы для себя открывали такой вот новый мир, потому что онлайн-кинотеатры, это, допустим, Иви, это сразу, это 13 стран мира, то есть как бы вот. Потом смотрели статистику, то есть фильм «Бордо», допустим, посмотрело более 100 тысяч человек, вот, более 90% это жители, то есть за пределами Тулы. То есть так, аудитория именно в тех... Давайте сейчас тогда про «Стальные ветра» поговорим. Вообще подготовка к съемке, сколько она заняла, сколько там написание сценария? Ну, в принципе, сценарий я писал не так долго, то есть учитывая, что и был материал, то есть на основе которой я работал, то есть пьеса, да. Вот, но подготовительное время, то есть заняло, да, то есть это полгода примерно, то есть это несколько совещаний в Министерстве культуры, то есть на уровне министра, там, руководителей подведомственных учреждений, то есть там
решая, вплоть до того, вот как мы приходили в Министерство культуры со своим списком реквизитов, то есть это вот, допустим, да, там лошадь тувинской породы, допустим, конское снаряжение, потом... Пишется, да, в документе, лошадь тувинская, одна штука нужна. Да, то есть там прям такие пишется, допустим, часы, начало 20 века, то есть, винтовка Мосина, столько-то штук, халат, то есть каждая деталь, которая окажется в кадре, это важно, это реквизит, и вот очень большой список реквизита, то есть вот мы и с реквизитом приходили, и со всем этим, то есть и Министерство культуры, то есть нам это все помогло, многие реквизиты нам приходилось делать с нуля, то есть как бы вот, и просто вот, допустим, да, вот когда мы выехали на съемочную площадку, это вот в степь, да, голую, это было 4 автомобиля полностью загружены реквизитом, это, то есть, ГАЗ-53. Только 4 машины на... Только на весь... реквизит, да. То есть это ГАЗ-53, то есть это вот там загружено реквизитом и лошадьми, потом это УАЗик, таблетка полностью загруженная реквизитом, плюс прицеп полностью там загруженная реквизитом, и 2 легковые машины тоже с реквизитом. То есть это... Так вы, получается, сценарист, и вы довольны тем кадром, который вот получился? То есть вот вы написали, вот это все полностью показалось, или там что-то вырезали? Нет, ну, я в этом плане всегда, ну, я, конечно, недоволен, то есть даже не как сценарист, а как продюсер фильма, потому что как-то, ну, нету предела совершенства, поэтому, ну, я не совсем доволен, как бы, в принципе, но мы ставили изначально самую максимальную планку, поэтому... Но все равно фильм надо сходить. Ну, он получился хороший, да? Ну, если на международных кинофестивалях мы выиграли, ну, значит, да, там жюри жесткое. Вот, допустим, последний кинофестиваль, где мы выиграли, да, там отбор, по-моему, шел из 250 картин. То есть, чтобы попасть на фестиваль... Вот, со всего мира? Или только с России? Нет, там было как, то есть 2 секции, то есть основные, то есть это международная секция и российская. Вот. Мы попали в российскую секцию. Вот в российскую секцию там, чтобы выбрать 8 картин, они, по-моему, осмотрели бы больше 100. То есть больше 100 заявок, а только 8 из них награду получила только там 4 или 5, я уже не помню сколько. Посмотрев на вас, хочется тоже попробовать написать сценарий. Вот с чего мне начать? Начинать, ну как, первое, да, естественно, нужна определенная начитанность, то есть надо много читать. Хорошая литература, хорошая литература, художественная, да, там, это пьесы, это все, то есть надо ходить в театр. Почему театр? Оно здорово помогает в плане чего, то есть сценарист, он пишет как, что такое сценарий? Это не только творчество, да, но это в первую очередь технический документ, то есть каждый человек, который увидит, он должен увидеть, вот оператор посмотрел, прочитал и говорит, ага, так, здесь крупный план, здесь общий, здесь средний, здесь так, вот, режиссер, там, художник, то есть актер, вот, все должны свое там увидеть, узнать, а продюсер, он должен просто высчитать оттуда так количество реквизитов, локации, там, где что-то, и это счетчик в калькуляторе включает в голове примерно и выставляет сумму. Так, мы, скорее всего, на этот сценарий потратим столько-то денег. Если все в творческом плане, все там даже как бы хорошо, но непонятно ни для продюсера, ни для режиссера, это будет немного не то. Поэтому, почему надо в театр ходить? Потому что сложность в чем? В том, что театр, оно здорово помогает, потому что там одна сцена. То есть ты как бы ограничен в пространстве, как бы, но задача в ограниченном пространстве, то есть показать что-то безграничное, скажем так. Вот у вас вот бумажка, или где вы пишете сценарий сейчас? Ну, на ноутбуке или на... Я почему-то представляю, что это вот такая темная комната, где вот свет сверху, и вы
Ух, что бы написать? И просто вот в такой тишине начинаете записывать? Или как у вас пишется Нет, сценарий? это, видите, то есть такой вот романтизированный образ, в том числе, скажем так, вот посредством кино, телевидения, да, вот. Есть понятие боязнь белого листа, который, да, вот там есть, то есть люди думают, там нажимают кнопочку, а потом бац, гениальная идея, и пишут. Нет. У меня такой болезни нет. Почему? Потому что я никогда не сажусь за стол, за монитор, за ноутбук, если я не знаю, что писать. То есть я вначале делаю как? Я просто обдумываю, и как только весь фильм или произведение или пьеса у меня выстраивается в голове от начала до конца, вот, тогда я пишу просто синопсис, это краткое изложение сути в 3 абзацах максимум желательно. Если в 5 предложениях это выйдет еще замечательно, то есть вот так вот. И потом посмотреть, то есть если вот эти 3 абзаца хорошо читаются, значит произведение нормальное, да, то есть вот. И когда я знаю, чем у меня история там закончится, чем она начнется, и когда я в голове все выстрою, всю картину, вот тогда я уже сажусь и просто набираю, то есть с определенный объем, разгоняю с 1000 слов в день в первый, потом 1500, 2500, но больше 2500 слов писать уже сложно, потому что мозг уже закипает. Можно и больше писать, но есть вероятность, что на следующий день ты ничего не напишешь, поэтому стандартно надо держаться 2000 слов в день. Планируется ли 2-я часть вашего фильма «Стальные ветра»? Пока в планах нету, но в планах есть другие картины, то есть над которыми мы уже начали как бы приступать, работать уже и по сценарию, и это, поэтому Это все зависит, наверное, от того, как пройдет ваш фильм в кинотеатрах. В том числе, да, потому что как бы если мы какую-то сумму определенную заработаем, мы это вкладываем сразу как бы в следующий проект, Поэтому, дорогие друзья, с 11 ноября надо идти в кинотеатр на Ирал смотреть фильм «Стальные ветра», потому что локдаун закончится, нужно куда-нибудь сходить. Вот, как раз идеальный досуг для этого. Уважаемые зрители, хотелось бы, чтобы вы пришли на наш фильм, то есть оценили его и получили некое вот удовольствие. Поэтому всем приятного просмотра, ждем вас в кинотеатре на Ирал. Дорогие друзья, у нас в гостях был Виталий Петров, продюсер и сценарист «Стальные ветра». Не буду повторяться. Поэтому смотрите «Вечернюю ТВ» каждую пятницу на ТУА-24. Всем до скорого!